Для того, чтобы создать мероприятие в календаре, что мы обычно делаем? Переходим в календарь, нажимаем на плюс и заполняем необходимые поля. Это когда мы создаем наше мероприятие сами в своем собственном календаре. Если мы с вами хотим сделать так, чтобы пользователь перешел по какой-то ссылке и в его календарь добавилось уже какое-то готовое событие, в этом случае мы с вами должны создать ссылку, с помощью которой пользователь сможет это проделать. У меня уже есть ссылка, по которой я кликаю, открывается мой же календарь, в котором создается сразу же мероприятие. И мы видим, что у него заполнено название, дата его проведения, какая-то информация о мероприятии и так далее. Это все было заложено в ссылку. Ссылка сейчас скрыта, но если мы на нее посмотрим, то мы увидим, что ссылка у нас будет достаточно большая, и она состоит из разных элементов. Их здесь будет много, и мы научимся с вами сегодня их составлять. По такой ссылке пользователь переходит, по такой или примерно такой, чтобы создать мероприятие в календаре. Итак, из чего будет наша ссылка состоять? Первое, что есть у каждой ссылки, это ее основа. Это та часть, которая будет одинаковая для всех ссылок и не будет отличаться. Ее я отсюда скопирую и давайте разместим ее куда-нибудь вот сюда, например. Здесь я сразу формирую ссылку из тех элементов, которые мы начинаем заполнять. Первое, что мы добавляем, это название нашего мероприятия. И название добавляется с помощью поля, которое называется текст. Мы видим его вот здесь вот в ссылке. Давайте вот здесь напишу заголовок. Добавляется он с помощью вот такого вот поля текст. Мы ставим значок амперсанта, название поля равно, а далее после равно мы должны прописать что-то, что мы хотим добавить в нашу ссылку. В нашем случае предлагается написать туда слово совещание. Давайте теперь то, что мы только что написали, добавим к нашей ссылке. Возвращаюсь в ячейку, в которой мы нашу ссылку формируем, и добавляю туда еще две ячейки. Наша ссылка стала чуть длиннее. Давайте теперь попробуем по ней перейти. У нас создается мероприятие, но уже у него не пустой заголовок, уже в заголовке стоит слово совещание. А далее у нашего мероприятия идут поля с указанием того, когда это мероприятие пройдет. Вот здесь вот допишу дата и время. Добавляются они с помощью поля, которое называется dates. И после равно мы должны будем с вами прописать конструкцию с датой, которая будет использоваться для нашего события. Вот сюда вот впишу подсказку того, как это должно выглядеть, и это будет достаточно большое поле. Смотрите, что в нем есть. В нем есть часть, которая отвечает за дату начала мероприятия, и в нем есть часть, которая отвечает за дату окончания мероприятия. Они разделены между собой слэшем. Ну и, соответственно, буквы – это кодировка того, что мы должны добавить. 4 символа от года проведения мероприятия, 2 символа от месяца, день, далее идет буква Т как разделитель, это всегда буква Т, и затем идут часы, минуты и секунды, и также для времени окончания. Давайте пропишем наше мероприятие с учетом этого формата. Вот такое получилось у нас значение, давайте добавим его к нашей формуле. Ссылка стала еще чуть длиннее. Переходим по ней и проверяем. Добавилось название. С датами что-то у нас не сложилось. Давайте смотреть, что мы сделали не так. Не поставили вот здесь букву Т. Добавляем букву Т и еще раз переходим по ссылке для того, чтобы проверить. Вот теперь время подставилось верное. 21 мая. 14:45, 15:30. Видите, да, один символ сразу же дает нам ошибку, поэтому важно все внимательно заполнить. Давайте добавим вот сюда поле часовые пояса, и для них есть свой собственный код. В него мы должны будем с вами прописать часовой пояс. Где взять часовые пояса? Я открываю вот такую вот статью в Википедии. Вы должны взять вот это значение и прописать его в нашу ссылку. В нашем случае, если мы говорим о том, что у нас время московское, давайте так и пропишем. Таким вот образом это указывается. Добавляем эти элементы внутрь нашей ссылки.
и снова по ней переходим. Что у нас при этом произошло? Время указано то же самое, но добавились поля с указанием часового пояса. В нашем случае это часовой пояс по Москве плюс 3 часа. Еще один способ, как это можно сделать, это задать часовой пояс нулевой. Копируем часовые пояса сюда. Но что нам нужно поправить, это добавить для времени начала в конец латинскую букву Z. И для времени окончания тоже букву Z. Давайте поправим эти значения в ссылке. Уберу оттуда предыдущие дату и время и добавлю новые. И если мы теперь перейдем по этой же ссылке, то у нас с вами создается новое мероприятие, а время указано совсем не то, которое у нас указано внутри нашей ссылки. Время создается с учетом того, что оно будет добавлено в нулевой часовой пояс. То есть, когда мы с вами указали наше собственное московское время, оно, как бы трансформировалось, да, вот в этот нулевой часовой пояс и будет использоваться. Он, соответственно, у пользователя, который мероприятие будет создавать, оно будет открываться в рамках его собственного часового пояса. Давайте мы с вами уберем часовые пояса из нашей ссылки и вернем наше московское время, оставим его. Следующее, что у нас есть, мы с вами создали мероприятие, которое будет длиться в течение какого-то определенного времени. Мы можем создать мероприятие, которое будет длиться весь день. Если мы создаем мероприятие вручную, мы просто ставим галочку. Как это сделать в ссылке? Видим, да, когда мы поставили галочку, у нас уходит время, остаются только даты. Для того, чтобы добавить мероприятие на целый день к нам в ссылку, мы должны воспользоваться опять же полем dates, но здесь есть некоторое лишнее количество параметров. Мы должны удалить время и букву Т, но важная особенность, мы должны внести сразу же правки в эти даты. Дата начала мероприятия у нас будет 21 число, а дата окончания мероприятия будет у нас 22 число. Это будет означать, что мероприятие будет длиться весь день 21 числа. Заносим это в ссылку. И проверяем. И видим, что мероприятие длится весь день 21 числа. Опять же, я отменяю мероприятие на целый день, оставлю мероприятие с конкретным временем, то есть возвращаю ссылки вот на эти ячейки. Далее мы можем добавить в наше мероприятие место его проведения. За местоположение отвечает поле, которое называется location. Давайте добавим его к нам в таблицу. И здесь мы можем прописать, в общем-то, все, что нам угодно. Это просто текстовая строка. Вот нам предлагают просто прописать адрес. Давайте я не буду его заново писать, я просто его вот отсюда скопирую. Вот такой вот адрес. Давайте добавим его к ссылке. Но, смотрите, у нас сразу ссылка перестала быть активной. Почему так произошло? Дело в том, что адрес содержит в себе пробелы, а ссылка пробелов содержать не может. Поэтому таблица перестала воспринимать то, что у нас есть, как ссылку, и теперь воспринимает ее как просто текст. Как мы можем это поправить? Тут есть разные варианты. Можно просто проставить вместо пробелов плюсы. В данном случае мы воспользуемся функции, которая специально вот для таких целей и предназначена. Функция эта называется encode_url. Далее мы должны будем заложить текст какого-то элемента нашей ссылки, который мы хотим вот таким вот образом кодировать. Что при этом произойдет? При этом текстовая строка будет автоматически превращена в удобно читаемый компьютером адрес URL. То есть пробелы будут заменены на какие-то специальные символы. Давайте проделаем это сразу внутри нашей ссылки. Вот она наша ячейка C11. Ее мы обернем в функцию encode_url. И смотреть, что у нас сразу произошло. Там, где у нас были пробелы, у нас появились вот такие какие-то символы. Наверняка вы их встречали, когда переходили по каким-то ссылкам в интернете. Вот что, собственно говоря, функция encode_url делает. Давайте я напишу ее название вот здесь вот в качестве подсказки. И протестируем, что у нас получилось. Переходим по ссылке. Адрес в строке с локацией мы видим правильный. Далее, что еще нам осталось добавить? Нам еще осталось добавить описание к нашему мероприятию. Описание добавляется с помощью поля, которое называется Details. Давайте его тоже пропишем в таблицу. И далее
в следующей ячейке мы пропишем то описание, которое мы хотим добавить к нам в мероприятие. Добавим это в ссылку. Не забываем, что здесь у нас есть пробелы, поэтому мы воспользуемся уже знакомой нам функцией encode_url. Переходим по ссылке и видим, что описание к мероприятию тоже добавилось. Но смотрите, описание к мероприятию добавилось в одну строчку. Как быть, если мы хотим, чтобы было вот таким вот образом? То есть что-то перенеслось на новую строку. Если мы в таблице сделаем перенос, эта ячейка уже заложена внутрь формулы. Давайте перейдем по ссылке еще раз, посмотрим, что произошло. То здесь мы видим тоже сработало, перенос добавился. Это не единственный способ, как можно поступить с переносом строки. Чуть позже мы посмотрим еще на варианты того, как это можно сделать. Мы создали ссылку, с помощью которой уже можно создавать мероприятие. У нас есть студенты, у нас есть курс, на который они записались, дата проведения курса, время начала курса и продолжительность этого курса. И у нас есть задача создать ссылку на мероприятие в календаре, чтобы пользователь смог перейти по этой ссылке и себе в календарь добавить напоминание о предстоящем мероприятии. Создавать ссылку, соответственно, мы будем с учетом вот тех параметров, которые нам здесь заданы. Мы хотим создать ссылку один раз, да, и просто потом формулу протянуть вниз таким образом, чтобы для всех студентов автоматически были созданы ссылки именно под них. Ссылку мы будем писать вот здесь. У нас с вами, напоминаю, начинается формула с вот такой вот, начинается ссылка с вот такой вот основы. Ее мы давайте скопируем и добавим в нашу формулу. У нас будет формула, поэтому начинаем ее со знака равно. Далее у нашей формулы будет текстовый элемент в виде вот такого вот начала нашей ссылки. Его мы не забываем окружить кавычками. Первое, что мы должны добавить к нашему мероприятию, это его заголовок с помощью поля текст. А вот дальше у нас уже какой-то индивидуальный текст будет идти, поэтому мы должны это в формуле учесть. Мы хотим, чтобы вот отсюда подтягивалось название курса, но не просто название, а в формате курс, пробел и в кавычках его название. Вот таким вот образом оно должно выглядеть. Как это реализовать? Ну, во-первых, не забываем, что у нас есть пробелы в названии, поэтому нам здесь пригодится функция encode_url, внутри которой мы уже и будем закладывать название нашего мероприятия. Открываем кавычки, это текстовый элемент. В кавычках мы пишем слово курс, оно будет одинаково для всех. После слова курс идет пробел. Далее мы должны поставить кавычки. Но если мы сейчас поставим кавычку, то что у нас получится? У нас получится, что мы закрыли ту кавычку, которую открыли ранее. А нам нужно, чтобы кавычка была как бы внутри. Так вот, давайте мы вот как сделаем. Мы все-таки закроем кавычку, то есть мы, получается, нашу нужную кавычку пока еще не прописали, а добавим мы нужную нам кавычку вот таким вот образом. Амперсанд. Далее идет функция символ, которая отвечает за получение тех или иных символов. В частности, нас интересует кавычка. Внутри функции символ мы должны проставить цифровой код, который отвечает за кавычку. За кавычки отвечает 34. Символ 34 дает нам кавычку. Это мы открыли кавычку. Далее мы ставим еще один амперсанд. И нам нужно указать название курса. Его мы подтягиваем вот из этой ячейки. D2. Ну и осталось только закрыть кавычку. Сделаем мы это точно так же, как только что делали для открывающейся кавычки. Еще раз ставим амперсанд, символ 34. Добавили название курса. Далее нам нужно добавить даты проведения мероприятия. Как мы это делаем? Это мы делаем с помощью поля dates. Ставим амперсанд, чтобы добавить следующий параметр. Открываем кавычки, этот параметр будет текстовым, и он должен выглядеть следующим образом. Амперсанд, не забывайте, что один амперсанд у вас отвечает за объединение элементов внутри вот этой всей формулы, а второй амперсанд нужен нам в ссылке. Амперсанд dates равно, и после равно мы должны указывать наши цифровые параметры, которые отвечают за формирование даты. Мы закроем кавычки на этом месте, потому как мы с вами должны не просто какую-то
единую дату прописать, а сформировать ее из тех данных, которые у нас есть. Каким образом у нас формируются даты, мы с вами только что смотрели. Вот такое вот большое поле. И здесь у нас с вами будут разные варианты того, как можно реализовать даты, но мы воспользуемся достаточно простым способом, как это можно сделать. Давайте где-нибудь вот здесь пропишем отдельно, чтобы мы посмотрели, как он работает. Мы воспользуемся функцией текст. Внутрь этой функции мы должны заложить сначала нашу дату и время в том формате, в котором они у нас есть, а у нас есть отдельно дата, берем ее, и к этой дате мы должны прибавить наше время для того, чтобы слить их, ну, как бы воедино, да, чтобы это была дата 1 июня, время 10:00, как единый элемент, мы их между собой суммируем. Ставим точку с запятой, и далее нам нужно указать формат, в котором наша дата будет выводиться. Формат указывается в кавычках, и указывается он также в виде вот этих вот букв, которые отвечают за параметры год, месяц, день и так далее. За параметр год отвечает латинская буква Y, ставим ее 4 раза, чтобы получить 4 символа года. За месяц отвечает буква М большая, ставим ее дважды и получаем, соответственно, 0,6 месяц. Дважды, потому что нам нужны две цифры. Нам нужно было, чтобы было написано 0,6, а не 6. С датой точно так же поступаем. Буква D маленькая дважды. Далее нам нужно прописать латинскую Т. Она у нас идет в шаблоне. И далее добавляем время с помощью букв H, отвечающих за часы, маленькие m, отвечающие за минуты, и маленькие s, отвечающие за секунды. Всех по 2. Ну, пока давайте закроем кавычку, закроем скобку для нашей функции и посмотрим, что у нас получилось. Вот что у нас получилось. Собственно говоря, это мы и планировали получить. Да, вот в таком вот формате. Это дата начала нашего мероприятия. Ее мы в нашу функцию уже можем добавить. Давайте не буду ее переписывать, просто скопирую вот отсюда, вернусь в нашу формулу и через амперсанд добавлю то, что мы только что написали. Но это у нас только дата начала. Далее у нас должен стоять слэш, поэтому через амперсанд добавляем текстовый элемент слэш. Не забываем окружить его кавычками, потому что он текстовый. А дальше у нас должно быть указано время окончания мероприятия. Его мы тоже с вами давайте сформируем в отдельной ячейке. Здесь у нас будет задача чуть сложнее. Она будет похожа на то, что мы только что делали с помощью функции текст, но она чуть посложнее. Почему? Потому что время начала у нас указано как время, а вот время окончания мы не знаем. У нас есть только продолжительность курса, соответственно, время окончания мы должны будем высчитать. И давайте это проделаем. Ну, где-нибудь вот здесь, чуть ниже. За получение результата у нас также будет отвечать функция текст, внутрь которой мы должны с вами заложить дату плюс время начала плюс продолжительность до времени окончания. Но у нас с вами время указано в минутах, поэтому что нам нужно сделать? Нам не просто нужно на него сослаться. Давайте, чтобы нам было более удобно его видеть, я скобками окружу. Мы должны на него сослаться, разделить его на 24 часа и разделить это на 60 минут. Вот только в таком виде мы уже можем прибавлять это время к времени начала. Но это мы с вами только первую часть функции текст написали. Далее мы должны поставить точку с запятой и указать формат, в котором мы хотим видеть нашу дату. Формат мы указываем точно так же, как мы это делали ранее. Закрываем кавычки, закрываем скобку и получаем результат. Давайте мы его к нам в формулу скопируем, через амперсанд добавим, и это мы с вами добавили дату окончания мероприятия. Далее нам нужно добавить место проведения мероприятия. Добавляю еще один амперсанд, открываю кавычку, потому что следующий элемент будет текстовым, и выглядеть он будет как амперсанд location равно. Адрес мероприятия мы с вами тоже будем получать как формулу, поэтому наш текстовый элемент завершаю и пока выйду из формулы. У нас с вами нету нигде адреса, он нигде у нас не прописан. Давайте вернемся вот сюда и скопируем его вот из этой ячейки. Мы будем добавлять его просто как текст, а не как значение какой-то ячейки. Но так как это значение содержит в себе пробелы, то мы будем добавлять с помощью функции encode URL это значение. Это значение у нас текстовое, поэтому окружаем его кавычками с двух сторон, закрываем скобку и
И готово. Адрес мы добавили. Следующий элемент, который нам осталось добавить, это описание нашего мероприятия. Ставим амперсанд, добавляем текстовый элемент, открываем кавычки, пишем амперсанд details равно и закрываем кавычки, потому как опять же будем формировать наш текстовый элемент таким-то образом. Давайте тоже его скопируем вот отсюда. У нас нету какой-то отдельной ячейки для него, я просто его скопирую, вернусь к нам в формулу, и так как у нас есть пробелы, то мы должны добавить этот элемент внутри функции encode_url в кавычках. Но смотрите, что у нас здесь происходит. У нас с вами был в ячейке перенос строки. В формулу перенос строки мы включать не будем, поэтому я его сотру. Но чтобы все-таки наш перенос строки отразился в мероприятии, мы должны его вот сюда каким-то образом добавить. Как мы это сделаем? А мы воспользуемся функцией symbol, которую уже видели, и с ее помощью добавим перенос строки внутрь этой формулы. Как это сделать? Разбиваем наш текст на две части, то есть часть до переноса строки и часть после переноса строки. Не забываем про амперсанты, между которыми мы вписываем функцию symbol, для которой в скобках нам нужно указать номер этого символа, и номер символа переноса строки это 10. Закрываем скобку, это все у нас внутри encode_url находится, в том числе и символ переноса строки. И готово, мы с вами написали нашу формулу, теперь мы можем смело нажать на Enter, и мы получили ссылку. Давайте проверим, что у нас все работает. Переходим по ссылке. У нас создается мероприятие с названием «Курс Google таблицы», причем сюда добавились еще и кавычки, как мы и просили. Далее мероприятие у нас проходит 1 июня и заканчивается, и начинается, и заканчивается. Начинается мероприятие в 10:00 и длится 240 минут. Если нам сложно понять, сколько это в часах, то мы просто поделим на 60. Получим 4 часа. 4 часа длится мероприятие, начинается оно в 10:00 и заканчивается в 14:00. Значит, эту часть мы сформировали правильно. Далее мы добавляли адрес проведения мероприятия. Здесь у нас тоже сложностей не возникло. И описание мероприятия, как видим, перенос строки в него тоже добавился. Значит, мы с вами нашу ссылку создали верно. Удаляю лишние данные из таблицы, и все, что нам теперь осталось сделать, это нашу формулу прописать для всех остальных студентов. И можем смело пройти по любой из этих ссылок. Ну, например, давайте вот для этого студента посмотрим, что у нас получилось. Собственное название курса — это уже Google формы. Собственная дата проведения и время, которое, напоминаю, у нас время окончания рассчитывается. Ну, адрес и описание у нас пока везде одинаковое, но вы понимаете, что можете самостоятельно его указывать, тоже исходя из тех значений ячеек, которые у вас будут в вашей таблице.